Второй фестиваль «Конкордия» имени Софии Губайдуллиной стартовал накануне в Большом концертном зале Салиха Сайдашева. Сама виновница торжества в этом году не приехала. Не так давно ей исполнился 81 год. Но легендарная женщина-композитор пожелала второму форуму больших успехов. Первый день уже ознаменовался громкими именами и совершенно неповторимым вечером. Лена Новгородцева не могла пропустить это событие, не пообщаться с некоторыми гостями нынешней «Конкордии». Как всегда, энергичный, эмоциональный, остроумный, невероятно обаятельный Андрей Яковлевич с первых моментов покоряет всех своей простотой. Уже через мгновение складывается ощущение, что вы знакомы не первый год, а разницы в возрасте будто не существует вовсе. Он совершенно бескорыстно делится своими воспоминаниями и своими размышлениями. Я написал памяти Дмитрия Шостаковича, с которым был дружен. Конкордия, дискорданс, согласие несогласного. Согласие, согласие, понятно, все нормально, все. А в каждом человеке, в каждом из вас конкордия, дискорданс. То есть абсолютно то, что есть, и контр что-то существует. И вся, может быть, даже не только человек, а все, что есть вроде конкордия, дискорданс. Андрей Яковлевич на сцену не поднимется. Он приехал в качестве почетного гостя. Весь вечер он будет находиться в зрительном зале вместе со всеми остальными зрителями. В этот вечер симфонический оркестр Татарстана исполнил его концерт. Несмотря на свой волшебный характер и громкое имя, маэстро перед началом фестиваля страшно волновался. Был такой гениальный дирижер Шарль Мюнш. У него бостонский оркестр, он играл при Равеле. Он сказал гениальные вещи. Я его обожал. Он в Москве играл на автоцикло и потрясающе. Он сказал, если это вот сейчас, я именно в таком состоянии. Если у вас нет розового тумана перед глазами и чувства близкого к панике, у вас закончился артист. Приехала на открытие форума дочь народного артиста СССР Юрия Башмета. Она приезжает в третью столицу в третий раз. Не секрет, дружеские связи Александра Сладковского и семьи Юрия Башмета в результате расширили диапазон географии гастролей молодого музыканта с именитой фамилией. Ксения поделилась, что первый концерт «Шнитки» для фортепиано и струнного оркестра, который она исполнила, пианистка играет не впервые с республиканским коллективом. Это было уже в Москве. Вообще она была в отличном настроении, с хорошими впечатлениями от города, от оркестра и от приема. С первой минуты происходит, вот как встречают, и дальше вот хорошо встретили, хорошо мы договаривались, что не нужна нам гостиница, потому что утром приезжаем, вечером уезжаем, и думала здесь быть. Сделали гостиницу, оркестр готов фантастически, просто очень хорошо играют, очень хороший рояль, обед бесплатный, вот все, вот какие-то такие вещи, они очень сразу делают хорошее настроение и общее состояние. Концерт начался с сочинения легендарной Софии Губайдуллиной поэмы «Сказка», которую в Казани исполнили в первый раз. Было заметно, что оркестр и маэстро Сладковский очень волновались, но все композиции были выполнены просто виртуозно. Зал благодарил бурными аплодисментами. Впереди еще несколько дней фестиваля и известные гости. Забегая немного вперед, скажу, что на завершение фестиваля приедет раскрученный нынче актер Вадим Демчок. Он известен по телесериалу о молодых специалистах-врачах. Так вот, в этот день в его исполнении будет звучать сказка «Золотое кольцо» детям советской эпохи. Она известна по строчкам «И пошли они до городу Парижа». Елена Новгородцева, Андрей Ключников, столица.